وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. Совершайте намаз, выплачивайте закат. Закат и милостыня – два различных вида пожертвования. Закат – это обязательное пожертвование, которое выплачивается раз в год при определенных условиях. Сегодня мы вкратце постараемся рассказать о третьем столпе ислама – закате. Значение слова «закат» в арабском языке имеет несколько смыслов, некоторые из которых – это очищение и развитие. Оба смысла, они соответствуют шариатским положениям заката. При выплате заката происходит очищение имущества, также имущество выплачивающего закат, оно развивается, потому что известно, что каждый, кто совершает благое деяние, ему это воздается как минимум в 10-кратном размере, а доходит иногда и до нескольких сот. От бараката, поданной милостыни и мольбы братьев-мусульман, имущество человека только приумножается и никак не уменьшается. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я послан для усовершенствования благих нравов». خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Бери, о Мухаммад, из их имущества пожертвования, закят, чтобы этим очистить их от грехов и исправить. Молись за них, ведь поистине твои мольбы успокоение для них. Аллах слышащий, знающий. На ком является обязанность выплачивать закат? Закат выплачивать обязан каждый мусульманин и мусульманка. То есть закат выплачивается с определенного имущества, независимо от того, чьим оно является. Мусульманином и мусульманке, мужчиной или женщиной, будь то ребенок или взрослый человек. По сравнению с обычным пожертвованием, благотворительностью, закат выплачивается только с определенного имущества. Это золото и серебро, это деньги и товары, это скот и урожай. Выплата заката очищает душу от жадности, зависти, увеличивает благодать в остальном имуществе, укрепляет узы братства, взаимной любви между людьми. Чтобы закат стал обязанностью на мусульманине, оно должно, или имущество мусульманина должно достигнуть определенных условий. Первое условие – это достижение минимального размера, по которому имущество облагается закатом. В случае с золотом это 85 граммов золота. В случае с серебром это 595 граммов серебра. И в случае с деньгами и товарами это эквивалент стоимости 85 граммов золота. Иначе говоря, если у вас в собственности имеется золото, и оно достигло размера 85 граммов, значит, вы с него должны платить закат при соблюдении второго еще одного условия. Точно так же, если у вас в бизнесе товары, к примеру, которыми вы занимаетесь, достигли уровня эквивалента стоимости 85 граммов золота, значит, вы с них тоже должны платить закат. Второе условие – это прохождение одного лунного календарного года с того момента, как ваше имущество достигло минимального размера. Иначе говоря, если ваше имущество не достигает эквивалента стоимости 85 граммов золота, значит, на вас не возникает обязанность по выплате заката. Есть немало примеров, когда Всевышний не спаслал беды именно за невыплату заката. В свою очередь, выплачивать закат нужно скромно и без высокомерия, с милосердием и состраданием. По второму условию, если даже ваше имущество достигло этого минимального размера, однако если не прошел 1 год с того момента, как у вас это имущество находилось в вашей собственности, значит, вы также не выплачиваете закат. Ислам основывается на 5 столпах: свидетельстве о том, что нет божества кроме Аллаха и что Мухаммад – посланник Аллаха, совершении молитвы, выплате заката, совершении хаджа и соблюдении поста в месяц Рамадан.
Кому выплачивается закат? Закат выплачивается, или бенефициары, или те, кому можно выплачивать закат, они определены Всевышним в Коране. Это 8 категорий. Основная категория, которая доступна сегодня для выплаты заката, это бедные и неимущие. Кто такие бедные и неимущие? Бедные – это те, кто имеет какой-то достаток, но этого достатка не хватает им для нормальной обычной жизни, для покрытия расходов по жилью, по одежде, по еде, по образованию и так далее. Неимущие – это те, у которых вообще нет какого-либо дохода и которым не хватает средств или недостаточно средств для обычной нормальной жизнедеятельности. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. И пусть не думают те, кто скупится тратит то, что Аллах дал им по своей милости, что эта скупость лучше для них. Нет, это хуже для них. В судный день все, что они пожалели, обовьет их. Аллаху принадлежит наследство неба и земли, и Аллах знает обо всем, что вы делаете. Можно ли выплачивать закат вне своего места проживания? Если в том месте проживания, где находится человек, который выплачивает закат, находятся те, кому можно выплатить закат, то есть бедные и неимущие, к примеру, значит, согласно большинству ученых, богословов, закат выплачивать или переносить закат в другое место не дозволяется. Однако, если присутствуют какие-то причины, по которым можно перенести в другое место или передать закат в другое место, то это считается дозволенным. К примеру, если там отсутствуют бенефициары или те, кому можно выплатить закат, или если есть какая-то особая причина, которая позволяет перенести закат, к примеру, если где-то в другом месте произошли какие-то чрезвычайные ситуации, то в таком случае выплачивать закат в других местах дозволяется. Или переносить и перевозить закат дозволяется. Закат могут получать бедные и неимущие люди. Также есть отдельная категория людей, у кого долг, который не получается оплатить. В каком размере нужно платить закат? На самом деле, часть, которая должна быть выплачена с вашего имущества в качестве заката, она очень маленькая. Это 2,5% с того имущества, которое подлежит у вас закату. Это 1/40 часть. А у вас может быть имущество, которое вообще, к примеру, не подлежит закату. Если у вас какая-то недвижимость, которую вы купили или приобрели просто для своего использования, или даже для того, чтобы сдавать в аренду, к примеру. А вот с такой недвижимости закат не выплачивается. Если у вас какие-то транспортные средства, которыми вы пользуетесь, к примеру, для бизнеса, то, соответственно, с них тоже вы закат не выплачиваете. Даже если транспортные средства, они передаются или сдаются в аренду, то с самого транспортного средства закат не выплачивается. И в целом, если посмотреть на имущество человека, которое у него бывает в собственности, то закат нужно платить только с определенного имущества, и только 2,5%, и только по достижении двух условий. Это достижение минимального размера и прохождение 1 лунного года с момента достижения этого минимального размера. Иначе говоря, если имущество человека, оно соответствует этим условиям, значит, этого человека можно считать достаточно богатым, скажем так, и из всего этого чистого богатства он и должен выплатить 1/40 часть заката. Когда бедный видит, что богатый отдает ему долю от своего имущества, то он желает ему добра, увеличивания его имущества и благодати в нем.
Есть некоторые детали и нюансы, о которых, возможно, мы поговорим в следующих наших встречах. С чего нужно конкретно, к примеру, с какого имущества нужно платить закат уже по деталям, и с какого имущества не нужно платить закат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.